элитамен келе жатырмыз ғой, элитамен. Элита чабандай настрой. Настрой боевой. Бұйырса. Бүкіл командалар. Сендер Біздер подарок күтіп тұрады. Бағдат Аминнен бастап. Что вы скажете в своем оправдании? Мен соперниктер негізі майстар. Не үшін әже кірісіп атқанын түсінбей жатырмын мен ше. Араластырмай-ақ қойық, а то басылып қалады. Жарайды. Здравствуйте. Ага, хорошо. Так, здесь у нас стенка, здесь мерч Алматы марафона. Там стартовые. Здесь всякие показы и прочее. Выставка. Это стенды Копа, а вот здесь очки Окли. Те самые крутые. Пару слов для влога туда-сюда. Туда-сюда очки продаем, Окли классные. Вот такие вот. Крутые всякие. МВП носят такие. Кепочки, носочки. Поворачивайся. Футболочки, маечки. Здесь кроссовочки. Здесь салкани красивые. Кинвара 14. Здесь опять же маечки. Здесь еще маечки. Поворачивайся. Ага. Всем удачи, легких ног. Здесь у нас стенд Самарканда. Триатлона у них, который будет свим по экрану. Самарканд челлендж. Конечно, если у нас найдется спонсор, мы с удовольствием бы посетили. Так, мы поехали дальше по Экспо. Это у нас Соломон, Лимпопо магазин. Тут всякие аутдор больше штуки. Здесь Инстрит, я не знаю, что это такое. Да, и вот здесь такая крутая штука. Приходишь, сканируешь слот, QR, и потом будет вечером розыгрыш. А вот здесь у нас выдача стартовых. Вот там футболочки в конце. Потом здесь сумочки, здесь десятки, 21. И вот здесь вот меди Ануар получает. Пойдем посмотрим сейчас, что там он получает. Ануар, что ты здесь получаешь? Мы здесь получаем, как всегда, бейджи и медиа, которые дают нам пропуски различные зоны, старта, финиша и так далее. Благодаря таким бейджам и такому доступу мы снимаем контент, который появляется у нас на страничке Дилея. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын, туған күн құтты болсын. Мадияйдың алдында айтып қалды ғой, каждый жар сайын туған күнімен құттықтап тұрады. Туған күн құтты болсын. Жалпы бүгінгі күн жайлы айтсаңыз, қандай дайындықтар болып жатыр, қандай ерекшеліктер болып жатыр жалпы? Алдыңғы жылмен салыстырғанда экспода биыл көп экспоненттер бар, дайындық бар жақсы бізде. Адамдар көп осы жылы болады, өткен жылы 5700 адам қатысты. Осы жылы енді 6400-ден астам адам болады. Сондықтан біз өте қуаныштымыз осы 3-ші Астана Халқ марафоны өткізуіне. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілейміз, әрине біз өте сондай воодушевленные деп айтамыз. Бүгін демалыс күні, Алматыдан көп келген адамдар, сосын басқа қалалардан, Қазақстандағы. Сондықтан біз өте қуаныштымыз. Ертең енді біз өткіземіз Астана Халқ марафонды. Ертең тригада жүгіреді ме? Тригада жүгіреді. Бірнеше қыздар Алматыдан келді. Сосын кеше біз кешке жақын ашық жаттығуны істедік Астанада. 15 қыздар келді. Соған да біз өте қуаныштымыз. Сол тригаданы енді дамытамыз. Керемет, әр қалада өздерінің комьюнити дамытып келе жатсыздар. Керемет, күшті. Әр жарыс сайын жарыстарға қатысады, триатлон, жүгіру, велоспорт.
Керемет, керемет. Сосын ертең тағы да амбассадорлар экиденге қатысады ма? Біздің амбассадор тобымыз бар Алматы марафоннан. Сонда Александр Семенов, Асель Акылбаева, Мади Айтимов және Павел Тенсер. Керемет. Күшті команда бізде. Күшті топ. Ал жалпы қазір экиден жақсы дамып келе жатыр ғой. Экиденге енді болашақта тағы да бір үлкенірек көңіл бөлу ойда бар ма? Бар, әрине. Мен бір ақпараты, ол кішкене жабық ақпарат әлі, бірақ келесі аптада біз самыранды енді өткізбейміз. Енді басқа кішкене формат болады. Тамыз айында ол экиденге байланысты. Ол өте жабық ақпарат, мен сіздерге секрет айтып бердім. Керемет, рахмет сізге. Сау болыңыз. Сонымен достар, менің жанымда өзбек бауырлар, Өзбекстаннан келген Ойбек және де Нодырбек. Бұйырса ертең қанша шақырым жүгіресіздер? 21. 21. Ертең енді трасса өте қызық болмақ. Себебі бұл жігіттер өте жақсы жүгіретін жігіттер. Біздің көрермендер түсіну үшін қазір айта кетейік, личник қанша сендерде на 21? 1 сағаты 7. 1 сағаты 8. Час 07, час 07. Сенде? Час 05. Час 05. Ертеңгі ыстыққа қалай дайынсыңдар ма? Ертең Өзбекстандағыдай ыстық болайын деп тұр ғой ертең. Самарқандта Погода классная. Сендер үйренгенсіңдер. Әдемі футболка киіп алыпсыңдар, мына мет 365 деп. Бұлар кімдер? Осы компания жайлы айта кетсеңдер. Бижигитов Нурлан. Бижигитов Нурлан. Нурлан шақырды бізді. Старшын бұл надан қомек. Сендерге яғни осы компания спонсирование көрсетіп жатыр да, қолдау көрсетіп жатыр. Жақсы, керемет, осындай компаниялар көп болсын. Жалпы ертең тұғырдан көрулеріңе тілектеспін. Шыны керек, біздің де осы келуімізге, поездкамызға үлкен септігін тигізген, үлкен көмегін тигізген мет 365 искусственный интеллектпен жұмыс істейтін компания. Тіркеліңіздер, сіздер оларды қолдасаңыздар, олар бізді қолдайды дегендей, сол себепті бәріне рахмет. Ертеңге сәттілік. Давайте. Все, мы в Астане, движ пошел. Алматинцы приехали, будут наказывать астанинцев, показывать. Астанинцы всегда хотят утереть нос алматинцам, но алматинцы даже про астанинцев не думают, они думают о своих личниках. Единственное, что будет завтра, это, я переживаю, будет жарко, и многие личники не смогут сделать. А так здесь трасса идеальная, ровная, вот, можно рекорды ставить. Вот дождик пошел бы, вообще классно было бы. Тогда завтра будет, если будет дождик, будут рекорды. Будет жарко, не будет рекордов. Все, тут всем я отличного врываюсь, настроения. ребята, подожди. Какая твоя завтрашняя роль? Что ты будешь делать? Завтра я буду всех встречать на финише, задавать дурацкие вопросы, мотивировать людей тренироваться больше, красивее, мощнее. Ну, в принципе, создавать вайб, наверное. По участникам из элиты, либо из Экидена кого-то знаешь? Кто бежит, потенциальные твои топ-3 для тебя? Нодирбек с Узбекистана приехал, и он побежит 21. Муталипов, да, если не ошибаюсь, фамилия? Скорее всего, он будет в первой двойке, потому что конкурентов особых таких нету. И вот второе место может разделить с ним, наверное, Дарын. Триатлет, да, который у нас? Да. Коспаев? Блин, фамилию не знаю, но... Короче, Дарын. Мы его вот так... Вот так выйдет, короче, фамилия, его имя. А по Экидену все говорят, то, что ожидания, ой, какие крутые составы, ажиотаж. Вот то, что вообще мы как бы мечтали, да, чтобы у нас какая-то вот заруба была у Экиденов, да, она случилась вот сейчас в Астане, да. Все собрали мощные составы, все хотят заявить свой какой-то клуб, да, там. Все это случилось, да, вот год-два, и у нас вот этот бум Экидена пошел, слава богу. И люди будут бежать максимально там 5-4 километра, это будет мотивировать, ну типа... Выкладываться, да. Десятку не все умеют бегать, 21 не все умеют бегать, да. Но пятерку, да, там все смогут как разложиться, дать, выдать. И Твой будет... фаворит?
Жаке, мой Жаке? фаворит. Ну да, мне тоже. Я не могу тоже- по-другому. Да, я тоже думаю, то, что в Жаке, потому что есть Арина Гладышева, она чемпионка как раз-таки на полторашке, на 5000 метрах на стадике. Поэтому, да, очень сильный состав. А что ты думаешь про видео Багдада, которое он записывает? Ну, вообще, муа. Тебе нравится такой Да, движ? мне нравится. Надо вызывать, надо делать какой-то контент, да. Ну, типа, там у него немножко наиграно, да, было, типа, но надо делать такой прям жестче выпады, жестче прям. Он должен знать своих соперников, он им должен там делать, ну, за кулисами понятно там. Ну брат. да, то есть здесь никакого нету агрессии, в первую очередь. Надо делать жестче выпады, да, там. Не бояться высказывать. Это, не может, бо- ты да. покажешь, как надо делать. Кинь вызов с по-живому. Ержан, что там, ты тренируешься? Если тренируешься, выходи завтра на 100 метров, я тебе сделаю. Ну да, вот видите, вообще негізі зарубам бәрі Айдос пен Ержан артынан қалған ғой. Сперва, ну, то есть, по идее, реально же вы начинали что-то за руку такой, и сейчас уже подхватили. Более молодые ребята, то есть, уступили дорогу молодым. Ну да, это надо развивать, это надо бустить, потому что так интереснее бегать, да? Конечно, 100%. То есть соревнование, она для этого и создана, да, чтобы выявить, кто сильнее. Там. Просто другим ребятам, которые там комментят, что-то всерьез воспринимают, надо сказать то, что здесь есть момент фана, и надо чуть отпустить ситуацию и проще смотреть на эти вещи. Потому что мы бегаем в своем маленьком мирке, в маленьком сообществе, никто не знает об этом. Поэтому надо выходить за эти рамки. То есть вот это все новости и весь хайп, то есть будет приводить каких-то новых, не знаю, спонсоров и так далее. Давайте жить дружно. Столько много суеты вокруг Экидена навели, Жакенти. Расскажите про свою команду Экидена. Ну, на самом деле, для меня Экиден – это что-то новенькое. Вообще эстафета, она всегда такая заряженная, и интрига всегда в ней присутствует, потому что есть в каждой команде темные лошадки. Но у нас темных лошадок, одна темная лошадка, и в каждой команде, которая выставилась, их где-то порядка 20, есть свои сильные стороны и слабые. Но почему я захотел Экиден? Ну, я на самом деле устал длинные дистанции бегать, 42 километра постоянно, и у нас нету их. Вы знаете, мы марафон бегаем только весной и осенью, поэтому... А Экиден и коротыш, там 5 километров, и хочется, конечно, там разменять 17 минут, а кто-то 16 минут. Ну, основная это вот интрига в том, что мы запустили, там еще кто-то запустил, и еще, и получилось 6 топовых команд на сегодняшний день. В каждой команде присутствует, я так думаю, один профессиональный игрок. В нашей команде это Арина, мы не скрываем, мы ее пригласили, потому что общаемся с ее тренером. Поэтому, думаю, будет очень-очень интересно. Ну, и организаторы молодцы, они сделали хороший призовой фонд, заинтересовали команды, ну и спонсоров. Да. Насколько было трудно найти себе спонсора? Потому что я знаю ребят, которые и тренеров, которые мучаются в поисках спонсора, жалуются на то, что приходится свои личные деньги тратить на это. Ну, насчет спонсора, вы знаете меня, мне как-то несложно найти спонсора. У меня очень много предложений, я даже, можно сказать, отсекаю кое-какие предложения. Почему? Потому что неинтересно в плане... То есть я не буду таким скромным, я достаточно дорогой чувак, поэтому у меня прайс очень высокий. Могу даже озвучить, за первое место нам дают 1 000 000. Какие ожидания у вас от Экидена топ-3 команды? Ну, ожидания, конечно, у нас есть, мы посмотрели список, есть у нас, конечно, лидеры, но у меня самое главное начать Экиден, соответственно, мы с Еркебуланом вдвоем хотим эту эстафету нести дальше, то есть развивать и привлекать больше спонсоров на свою сторону. Соответственно, мы преследуем немножко другие цели в плане того, чтобы стабильно всегда стоять на тумбочке. И вот завтра будет первый, так сказать, наш бой, открытый бой вот на этом старте Алматы марафон Астана. И мы увидим, насколько наша команда сильная и насколько сильные команды у других участников. Ну, вы, да, по спискам сказали то, что просмотрели, но окей, вы, конечно же, поставите свою команду на первое место, дай бог. Ну, нет, я ставлю свою команду на 3-е место. На 3-е место ставлю. На 3-е. Сразу говорю. А первое и второе место тогда, по-вашему? Ну, на сегодняшний момент я думаю, что есть очень сильная команда, местная, астанинская, MyStar. Вот. И вторая команда, я думаю, Гербалайф. Толкин, привет.
Вот. И, ну, может быть, мы. Но еще четвертая есть команда, ребята-казахи, которых тоже нельзя снимать со счетов. Так вы что, я имеете думаю, в виду- 4 команды будут биться за 3 призовых места. Вы имеете в виду SN Running? Да. SN Running, да, Да. где бежит сам тренер, это Нурзбек, да? Да, бежит тренер, и бежит у них девочка с Узбекистана, а она ой-ой-ой бегает. Мгм. А что вы можете сказать своим противникам? Ну, я хочу сказать противникам, нужен нам открытый бой, честный бой. Соответственно, я всем желаю терпения, жара, завтра никого не будет щадить. Вот. И не буду желать никому легких ног, потому что ног легких не будет. У всех будут ноги тяжелые, все будут закислены, все будут на зубах. Бийтесь, ребята, против нас, мы будем биться против вас. Че, как вы? Нормально? С командой приехали? Да, да. Ага, на чем? В самолете? В самолете? Завтра будете бежать 21? Да. Ну, круто. Личник у вас какой? Личник час 08, Час 25, по-моему. Сейчас 08, 25. Хорошо, хорошо. У нас завтра какой план? Какой... О, план, да что-то жарко, Ага. наверное, будет. Посмотрим. Начну со всеми, это видно будет. Ну, народ, наверное, быстро побежит. Быстрее, чем по 3:20 не начну. Ну, там узбеки тоже есть, они вообще мощные. Ну, да. Ну, где-то рассчитываю час 10, час 11, если нормально все. А как, к жаре готовы? А к жаре нет, не бегал. У нас в По городе сковороде, холодно. наверное, завтра будете У нас в бежать. Усть-Каменогорске холодно. Ага. В семье будет полумарафон, Абай. А, в семье Да, будет? да, да. А у вас беговой клуб есть в Усть-Камане? Нет, нет. А вы сами будете там бежать, участвовать? Ну, даже не знаю. А что будет там у нас? А вы даже не знаете, что ли? Казах марафон, они организаторы, у них серийный забег. Первый прошел в Кунаеве, теперь второй в городе Абай будет проходить. Там Будем пятерка, знать. десятка и полумарафон. Полумарафон? Да. Все, будем знать. А. Будем Вот. готовиться тогда? Ага, да, давайте, удачи. Завтра хорошо пробежать. А как дела? Нормально, нормально. Как на завтра настрой? Как Настрой- хочешь пробежать? настрой На какое боевой. время настраиваешься? Настраиваю быстрое время. Ага. Попробуем, что? Ну, твоя стихия завтра, шоссе. Моя стихия. Да. Попробуем быстро сбегать. Ага. Ну, ты Бой знаешь дадим. своих соперников, команд. Как думаешь, ну, примерно, вот, плюс-минус, кто вам составит прям такой вот соперничество мощное? Соперничество все могут составить. Просто здесь, видите, составы у всех мощные, у всех ребят, ну, все быстрые ребята, да, там. И здесь уже будет играть тактика, кто как расставит своих, ну, свою команду по этапам. Ага. Будет зависеть от погоды, кто как перенесет жару. И здесь много факторов. Да. И здесь в этом и есть фишка экидена, что это непредсказуемый забег. Здесь может даже от тебя 1/4 будет зависеть, а остальное будет зависеть от другого человека, от его напарника. Я думаю, этим и экиден захватывает и зрелищно. Как думаешь, вообще вот эта вот экиден, она только зарождается у нас в Казахстане? Да, я считаю, только зарождается. да, это да. вот только начало. Это вот как-то интерес только проявляется. И мне кажется, с каждым годом еще лучше и лучше будет. Как людей к экидену подогреть интерес? Да. Экиден, интерес к экидену это всегда призовые. Это хорошие призовые, Вот по-любому. организаторов призовые поднимайте, призовые. Да, если вы, например, будете ставить там призовые на экидене больше, чем в личном зачете, по-любому там какие-то команды соберутся, им выгоднее сбегать там короткую дистанцию, больше денег заработать, чем бежать там 21 километр и примерно такую же сумму заработать. И все захотят это. Ну и статус какой-то, кубок, например, какой-то переходящий кубок, если будет, то это вообще будет намного интереснее. А завтра что будете бежать? Завтра я бегу от Home Trade Bank и Экиден. Ага. Последний этап. Насколько я знаю, это ты как бы сподвинул, да, Халфбанк, чтобы организовать вот это вот экиден. Ну, беговое сообщество было такое чуть пассивное. Я пришел с идеей Экидена, полностью поддержали, вот командировку организовали. И как они поддержали, то есть там перелет, там гостиница, тамак, такси. Гостиница, форма, слот. Ага. Ну и плюс ребятам, у которых нет тренеров, они оплачивают тренировки. Ага. Есть общая тренировка пару раз в неделю. Ну, хорош. Сәттілік ертеңге. Рахмет. Давай. Один, сен не дейсің? Ертең 21, Иә. жүгіреміз. Пристрелка деген деймін. Ага. Приблизительно. Не Ат целевой, сүреміз. не целевой, но пристрелочный.
Загадывать не будем. Ага. Қалай болады, солай болады. Сендерге рахмет. Сәттілік бізге бәрімізге. Ага. Ксения, здравствуйте, как вы? Здравствуйте. Вот сразу во влог в YouTube, да. Как ваши дела? Да, в полном порядке, классно. Я в предвкушении. Вообще такая ярмарка классная. Так все сконцентрировано, так интересно. Я, потому что первый раз, у меня день рождения всегда в эти даты, 17 июня. Я никогда не получалось у меня в Астане пробежать. Понедельник бьешься. Да, хотела себе это. Опять подумать 18 о жизни, исполняется. да, бежать 21 км, думать, что я сделала за последний год. Классно. А как вообще на завтра настраиваетесь? Там просто по кайфу, по лайту, либо там хотя бы Нет, я личник хочу обновить? постараться, да. Сколько у вас личник? Час 45. Час 45? Да, О, завтра, круто, кстати, мой круто. 21-й, 21. Ага. Вот так. Йо, круто, Это круто. 21 раз, это дистанция. Так что да, я мастер спорта по 21. Ветеран можно так назвать, да? Давайте, удачи вам. Да, Рахмет, Хорошего спасибо. дня вам. Да. Давай. Так, Подкастный движ собрался. подожди, Свет, не А если так сюда бомбу Свет не бросить, так если сейчас сюда бомбу бросить, то половина подкастов страны вымирает. Нет, загнется вообще, в принципе, Подкаст. любительский бег, я считаю. Да. Если через бомбу уходит. Да, сразу. Какие ожидания у тебя завтра? Пробежать минуты по 5, свои 5 километров в Экидене. А, ты тоже в Экидене? Да, В Экидене с командой. команда. У меня команда амбассадоров по марафону. А, да, точно, я забыл, у вас Мади, Серега. Надя, Серега Кака и Саша Семенов. Я второй, да, на втором этапе, мне уже будет тепло. Саша еще чуть по более прохладной погоде будет. Он Ну, первый бежит. Да, а Серег третий будет бежать. Мадев, конечно, самый Он ужасный, самый да, ужасный бедолага. этап выбрал. Главное, чтобы не Саша. Зато он будет красиво финишировать, вот так вот, руки растянув. Слушай, насчет Экидена не отходит. Короче, как тебе этот весь кипиш, суета вся, которая... С Богданом Именом? Да. Во-первых, я честно признаюсь своему суду, я его знать не знаю. Ага. Я понятия не имел до вчерашнего... Кто он? Кто, да. Потом я смотрю, он, оказывается, что на меня подписан. Мне стыдно, если честно, что я его не знаю. Я не понял, если это шутка, ну, если он хотел просто занозить, то я думаю, что это слишком затянутая шутка была. Там где-то в конце как будто уже чересчур перегнул. Если это не шутка, тогда вопросов становится еще больше. Зачем тебе все? Если ты в конечном счете хотел кого-то спровоцировать, ну классно, я не против такого, я как бы за. Но просто мне кажется, астанинское беговое сообщество такое, чё? Не, ну да, ты же в Астане находишься, Букана Зоровна, нет? Да как у кого? У астанчан? Я просто Вы нормально реагируете? У нас нету такого, чтобы нам кто-то бросил вызов, ребята, напрягайтесь. Мне кажется, наши такие... Вот это каменный смайлик же есть? С каменным лицом. Мне кажется, вот наши именно так отреагировали, типа... Какой-то чувак там что-то там заносил, ну ладно, ок. 100 пудов такая реакция была, лично у меня такая была. Я такой, бля, чувак, ты не в тех пуляешь, обратной связи не получишь. Ну, типа такого. Ну, кто будет реагировать на это? Это у вас там, я за 2 месяца покажу по Матея, да, там, эти с этими, теми, с этими рубятся, там было прикольно. А здесь что? Здесь как-то, ну, ок. По автопати, почему слизан весь дизайн? Он не просто слизан, мы его... Или вы вдохновлялись? Мы, во-первых, Позаимствовали? Нет, как было, мы были в баре All Saints на автопати Алматы, 2 раза он прошел. Круто И прошел. девчонки, да, офигенно прошел, и девчонки говорят, Паш, давай замутим такой же в Астане. Ну давайте. Ну а зачем нам что-то придумать новое? Пусть это дизайн, он сохраняет как бы вот эту вот суть этих вечеринок. А разрешение спросили? У кого? На что, черный фон использовать и воткнуть яркие краски и вставить по диагонали текст? Не, ну явно читается же, прослеживается преемственность. Я, например, я Гене написал, говорю, Гена, вот мы сделали такую картинку, он говорит, да, классно, я вас поддерживаю. Ну, все. А что настроя? В общем-то, так Три получается, инфлюенсера. что весь астанинский Пошли движ, сюда, он здесь у нас вдохновляется подкаст Алматой, Жилия. правильно? Да, смотри, алматинцы пытаются сейчас перетянуть на себя одеяло. Они говорят, вся ваша алматинская астанинская тусовка, она вдохновляется на такое. КСП на ушах какая-то. Смотрите, вот Черника, да? Абсолютно все рилсы нарезаны инфоповодами алматинцев. И мои там с меня начиналось все. Начало. Я свой подкаст записываю, я уже такой думаю, бля, здесь Коля порежет все вот это заюзает. Я уже боюсь, что мне все рассказать, чтобы Коля не заюзал. Не, вот, реально, вот, мое напутствие, как алматинцы ребята, развивайтесь, и дай бог, что-то начнете. И дай бог до нас дорастете. Не, смотри, это говорит человек, который подкаст завел после того, как я завел подкаст.
Первым, Паша, ты первый, да, ты мне тоже такое говоришь. Он всем до такой говорит. Видишь, мы сразу между собой уже сразу собачимся. То есть невозможно вот эту вот консолидацию ветра, которую можно забросить. Есть. Мы все, мы останавливаемся. Не, смотри, давай. Бран заебал. Это вы показываете, что не загорелые? Вот они сейчас выпендриваются. Они завтра под этим солнцем сдохнут тут. Спустились с гор, да, такие ля-ля-ля. Они не видели, что солнце в 3 часа утра встает. На 3-м километре уже все, Соломас. А нам не бежать, нам без разницы. Да, вы один хрен умотаетесь. Здрасте. Ну вот, короче, да, запланируем так, то, что 7 больше десятканы до конца отснимешь, там уже по факту карайсин, короче, там мужчины, женщины и так далее уже, сам выберешь. А я с тобой я десяткой тоже начну, и потом развернусь. И 21 кетем, ты уже десятканы финишируешь, и где-то сол 6-7 километрда хуй жетесінде, и мы уже там распределимся, короче, кто куда, что будем снимать. Бірақ нужно будет в 2 форматах сразу снимать, вертикально и горизонтально. Короче, вертикально түсірсең сразу рилсқа, а горизонтально для себя сохранить для влога в дальнейшем. И там уже по возможности комментарии что-то хочешь добавить, если, ну, типа, комментировать, там, рассказывать, кім жүгіріп келе жатыр, қалай жүгіріп келе жатыр. Уверенно. Нақты дикциямен жақсылап. Құрметті қалайық. Этот кешкісін жаңа саған бүткіл нелердің инстаграмын беріп қойым, моментте сразу отмечать етіп отсаң, үлгеріп отсаң, вообще әдемі болады. Артынан да отмечать ете аламыз, вспоминать это, а так не надо, ну это не первостепенная задача. Главное, не упади там и все. Ну, главное, чтобы он узнавал дегенім ғой. Кім жүгіріп бара жатқан көріп, танып біліп отыратын. Ну это сложно, это сложно. Мен ноунеймдер көп. Мен білмейтіндер көп негізі. Ну, главное, сам. Все, поехали. Сонымен достар, мен мәреде тұрмын, бұйырса осы жерде финиш болады ертең. 23-ші жылғы результаттарды сіз мына жерде көре аласыз, ал ертең қандай результаттар болады, кімдер бірінші орында келеді, жартылай марафонда және 10 километрде және 2-ден туралы ұмытпаңыздар. Соның бәрін сіздер біздің комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ал мен ертең бұйырса трассада жүріп, бәр жарысты көрсетуге сіздерге тырысамын. Нормально? Меня снимаешь, да?